Весенние полевые работы в Коми продолжаются. В этом году планируется повысить долю региона на рынке продовольствия за счет возрождения овощеводства. Многие хозяйства уже удобрили земли и приступают к высадке культур. Семенами аграрии обеспечены на 80%, семенным картофелем на 100%. Дарья Вологжанина о передовиках Краткировского района. У аграриев жаркая пора. Полным ходом идет посевная кампания. В этом году сельхозпредприятия республики берут курс на увеличение объемов производства, больше кормовых трав и овощных культур. Это поля Краткировской Северной Нивы. Поголовье в 1100 рогатых кормят исключительно своим сеном, сенажом и силосом. Закупают только комбикорма. В этом году в планах освоить 400 гектаров. 150 уже засеяно, 250 продисковано. К концу мая все посевные работы должны завершиться. Очень большие планы по подготовке полей. У нас очень запущенные поля. Нужна мелиорация. Проведение всех вот этих работ. Чистим колодцы, коллектора. Подготавливаем. Очень большую ставку делаем на подготовку полей. Поэтому в этом году, в этом плане нам уже легче. В прошлом году мелиорацию полей провели. И в этом году ставку тоже делаем. Проводим чистку. И все это, конечно, нам дает плюс большой, что мы не тонем на полях. Колодцы почищены. На полях предприятия уже первые всходы – 110 гектаров озимой ржи и вики. Их посадили в конце августа прошлого года. Из-за холодной и сухой весны кормовые травы в росте запаздывают. Тем не менее, сбор посевов уже намечен на 15 июня. Уже 15 июня мы будем эти посевы убирать на корм, опять будем работать на молоко. Как убрали 15 июня, мы здесь по новой будем сеять рапс с райграссом. У хозяйства Старожевск более 800 гектаров земли. В 2021 году засеяли всего 110, в этом 194. Ставку предприятия делает на однолетние травы. Расширение посевных площадей позволит полностью отказаться от закупа грубых и сочных кормов. Земли каждый год удобряют органическими и минеральными удобрениями. Последние из-за санкций взлетели в цене. От подкормки аграрии не отказываются. Для хорошего молока важно выращивать качественный корм. В этом году мы с этого поля скосим однолетние травы, а на следующий год уже зайдет многолетняя. И тоже это поле у нас будет оставлено года на 3-4 до следующего пересева. Озимые раньше никогда не сеяли, в этом году планируем. В этом году у меня закуплено на пробу 5 тонн озимых, мы посеем их в августе. До 8 гектар в этом году увеличил площадь посева картофеля и моркови глава крестьянско-фермерского хозяйства Петр Сварицевич из села Пезмак. Он занимается сельским хозяйством с 2009 года. Основной вид деятельности – растениеводство. Из года в год показатель урожайности картофеля примерно один и тот же – 100-150 центнеров с гектара. На 2022 год возлагает большие надежды. Много сортов сажаю. В этом году закупил супер-супер элиту Аврору, обновить сорта. А так сажаю, Аврора, Ред Скарлет. И другие там сорта понемножку. Если зерянец, то надо выездная торговля, когда они пользуются спросом. А если в основном такие оптовые поставки, то эти сорта. Обеспечение продовольственной безопасности региона всегда было в приоритете, сейчас особенно. В этом году для аграриев введены дополнительные субсидии. В 3 раза увеличена поддержка на приобретение семян. Введен аванс на посевную для тех, кто увеличит площади посадки картофеля и овощей открытого грунта не менее чем на 20%. План посевной кампании в Коми адаптирован под новые условия – и экономические, и погодные. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган.